нация, которая пережила голод, уже не будет шутить на эту тему. Я тебе дал слово, все будет хорошо. Может поклясться на хлебе. В татарском языке зуб не дают. В татарском языке почему-то дают руку. То есть кулуны кисмага берем. Айда подкаст. Учим татарский. Дуслар, сәлем, это Айда подкаст. Меня зовут Айнур, и я учу татарский. Мин татарша үйренем. Сәлем, мин Римма, мин татарша үйретем. Сегодня у нас тема «Как обещать татарща». И сразу посмотрим наши базовые слова. Вэгдэ – обещание. Вэгдэ берерге – обещать. Римма, я сразу, конечно же, мне приходит первая ассоциация на это слово. Это из песни, по-моему, Сорман Вальсе, и там есть такие слова. Вэгдэ берерсің, что-то там, коршолырға. Правильно же я вспомнил? Шихарсуму коршолырға. Ну да, обожаю вот эти вот отсылки на татарскую литературу, татарский фольклор. Это когда девушка обещает дождаться парня, вот это называется «вахда беру». И вот они уже называются у нас обещавшие друг другу. То есть «вахдалешканнар», «алар вахдалешкан кшиляр». То есть они что-то друг другу пообещали. Обещали дождаться, обещали там жениться после какого-то события. Получается, это касается только возлюбленных, только тех, кто в отношениях? Или, например, если я обещал условно там вернуть тебе долг, бы тоже вагдалешканнар? Вагдалешканнар — это обычно вот к такой паре возлюбленных. А вагда беру — это кому угодно. Ты можешь коллеге обещать, можешь мне обещать вернуть долг. Ты можешь себе обещать что-нибудь, например, выучить какой-нибудь новый язык. А вот именно вагдаляшу — это как такое событие между влюбленными. Аңладым. Следующее слово «сюсь». То же самое, как слово «сюсь». Причем тут обещание, потому что когда мы даем слово, мы можем перевести это не просто как «вагда берерге», но и «сюсь берерге». Песен не будет, да? У меня со словом... Мне вот в Татарстане, когда я жил, мало кто говорил «мин сиңа сюз берем», но вот когда я был в Турции, я очень много раз слышал, когда мне говорили «бен сана сөз вердим». Вот люди прям, когда у них что-то как бы уточняешь или просишь, на какую-то услугу, они вот прям говорят: «Я тебе дал слово, типа, все будет хорошо, что ты, типа, меня достаешь там своими тупыми вопросами», условно. Вот, поэтому я с этим словосочетанием чаще сталкивался в Турции. В Татарстане тоже можно столкнуться, у нас тоже говорят «сюзаны», «сюз». То есть обещаешь, обещаю. А в турецком, да, это часто на улице можно даже услышать. А у нас это более такое... мы серьезно относимся к обещанию. Мы редко заверяем просто так. То есть для нас обещание, слово, данное слово имеет больший вес, чем просто какие-то обещания, что, например, вот эти кроссовки неподдельные. Вот сюда мы не тратим никакие свои клятвы, никакие обещания. Надеюсь. Я бы не тратила. Надеюсь, все также относятся к данному обещанию. Еще серьезнее слово «ант». «Ант» — клятва, присяга. Уже сразу, да, звучит вот такой церемониальностью. «Ант и тем» дал клятву, дал какой-то обет. Римма, а как сказать «клянусь»? Вот обычно же говорят, вот фильм такая есть, там «клянусь жизнью кого-то». Как это по-татарски сказать? Например, «клянусь своей жизнью». Так говорят. Но, как я уже говорила, у нас народ серьезно относится к обещаниям и редко прибегает к таким сакральным вещам. Как можно поклясться жизнью? Не знаю. Или с чужой жизнью. Это должно быть что-то очень серьезное. Но у нас еще народ может поклясться на хлебе или на Коране. Китаб тотавантитям или Коран тотапантитям. То есть это уже такое божественное клятва. То есть, если ты врешь, то уже врешь не только перед человеком, но и перед Богом. Почему икмак? У тебя есть какие-то соображения? Может, потому что какая-то, опять-таки, святость хлеба, может, это какая-то, как сказать, вот это вот отсылка к голоду и то, что хлеб — это важная вещь, не знаю. У нас очень уважительное отношение к хлебу, к еде. Нация, которая пережила голод, уже не будет шутить на эту тему. Если человек уже клянется на хлебе, это уже серьезно. Так, давай дальше. Как еще можно убедить собеседника, что ты выполнишь обещание, что тебе можно доверять? Есть такой глагол «ышандырырга». «Ышандырырга», корень «ышан», «верь», «шандырырга» — это заставить другого тебе поверить.
Какими словами вас могут уверять собеседника? Может, слышал такие слова. Например, билляхи, валлахи. В русском языке есть вот слово «зуб дают», когда что-то обещают. В татарском языке зуб не дают. В татарском языке почему-то дают руку. То есть «кулуны кисмага берем». Даю руку на отсечение. «Кулуны кисмага берем». Или есть еще хуже само проклятие. Говорят, пусть земля меня проглотит. Вот на том месте, где я стою. Жир упсын или полностью баскан жирымда жир упсын. Баскан уранымда жир упсын. То есть пусть земля меня проглотит, забирает в себя. Страшный, да? Ну, конечно, вообще, то есть зуб, как бы, зуб. Зубов много. Руки, рук уже всего две руки всего лишь. А вот под землю провалиться, вообще ты один. То есть, да, татары, видимо, раз клянутся, то такие прям, типа, решительно. Да, очень сурово. С обещаниями, с клятвами. Вот. А если ты уже обещал что-то, заверил, что ты что-то сделаешь, на тебе что? Какие-то обязательства, какой-то долг, наверное, какая-то ответственность. Да, это уже наша вторая часть. То мы заключаем, какие берем на себя обязательства, когда что-то обещаем. Долг, как и обычный долг, когда мы берем деньги или что-то еще, одалживаем бурощ, тоже бурощ. Если вот на мне долг из-за какого-то обещания, для тебя меня üstümde бурощ бар. Üstümde бурощ бар. Мен сиңа бурычлы. Я тебе должна. Миңа шундай бурыч yüklendi. На мне такой долг, на мне такая ответственность. Есть еще слово обязательство yükleme. Но тут немного повеяло этим. Когда вот спускали наряд для выполнения, вот что называлось yükleme, когда вот строили социализм, социалистическая какая-то разнарядка, вот это называлось yükleme. Когда мы уже когда мы кому-то что-то обещаем, то у нас между нами, получается, есть какая-то договоренность. А мы где-то уже в каком-то подкасте это проходили, это килишу. Да, соглашение, договор, контракт у нас килишу. Супер, Айнур. Рима, а вот эти слова я сейчас очень легко запомнил, потому что бурыш — это очень похоже на борщ, перец, да, бурыш — долг, борщ — перец. А юклямя — это как бы юклама, типа не спи. Юклямя — обязательство. Идеальная ассоциация. Килишу договор, если взаимный договор. Сиңа һәм миңа килешү. Тоже вариант. Үзара договор. Үзара. Между собой. Үзара килешу. Между собой, да. Үзара килешу. Угу. Окей, аңладым, рәхмәт. Так, но если у нас есть обещание, если у нас есть в этой нашей юриспруденции договор, долг, то есть, наверное, те люди, которые не выполняют обещания. Или которые обещают не для того, чтобы выполнить. Как мы это назовем? Я в татарском знаю слово ложь — это, обманывать олдарга. Ложь, наверное, от этого олдау. А вот кто обманул, обманщик, да, то есть кто не сдержал обещания, он, наверное, олдакщи. Супер. Олдакщи. Да. Олдау, олдарга, олдакщи. Есть еще слово ялган. Ялган. Ложь. Ялганщи. Лжец. Слушай, а есть же фильм с Джимом Керри «Лжец». Как бы ты его перевела на татарский? Олдакщи или... как ты сказала? Ялганщи? Ялганщи. Был бы ялганщи олдакщи, но это получилось бы, что обманщик-то не настоящий, на самом деле. Самозванец называется лжецом, но не лжец. Человек обманывает, что он обманщик получается. Такой этот парадокс. Так, еще мошенника тоже называем олдакщи, а вот само мошенничество мы назовем харамляшу. Харамляшу. То есть совершать не халяльные действия. Харамляшу. Аңладым. То есть если человек обещает не для того, чтобы выполнить, то он уже олдакщи, мошенник. И бонусом давай расскажу про такую классную вещь, про слово назер. У татар мы тут недавно прочитали известный рассказ Галимжана Ибрагимова «Алмачуар» называется. Но прочитали, это неправильное слово, перечитали уже, наверное, в 10-й раз. И только в этот раз я обратила внимание, что там описан вот этот вот процесс, когда один дает слово, дает обещание, но не другу,
никому там, не публике, а вот сам себе перед Богом, перед Всевышним дает обещание, что он чем-то пожертвует, если это получит. Например, в рассказе герой говорит: я, если выздоровлю, подарю свою кобылу борцу. Чем это отличается от обещания? В народе сильно верят, что нельзя просто так на пустом месте давать назир, потому что когда-нибудь ты получишь наказание, если его не выполнишь. Там герой также, он выздоравливает и забивает на свой назир, говорит: буду я этому еще борцу свою драгоценную кобылу отдавать. Потом через несколько лет заболевает точно так же заново. И тут он вспоминает, что он давал назир, что он его не выполнил. И пока он его не выполнит, то он может даже умереть от этой болезни. И в итоге он дарит коня и, наверное, скорее всего, выздоравливает. Это не главный герой, поэтому неудивительно, что я это и не запомнила. То есть назир — это когда мы обещаем что-то сделать, если получим желаемое. Римма, а как говорят, еще раз, назир иттим или назир булдым или назир бирдим? Какой вот... Назир иттим. Назир иттим. Или говорят назир итип иттим. Назир итип иттим. Вот, например, человек очень хочет сдать какой-то экзамен и говорит: если я сдам этот экзамен, я подарю свой велосипед, там, не знаю, соседскому мальчику. То есть он никак юридически не обязан перед этим мальчиком, он только сам себе обещал, если получит вот желаемое, то есть хорошую оценку на экзамене. Соседский мальчик может даже не знать, то, что ему обещан велосипед. Вот ему будет какое-то вот волшебное событие. Ну, давай по традиции сейчас поговорим татарском. Айнур, менің шындай сұрау, сен татар тілін бір елда үйреніп бітіруге вағда етесің бе? Әлбәттә, мин вәгъдә итәм, сүз бирәм, һәм ант итмимдер инде. Бу бик мөһим бер. Әмма менә мин сүз бирә алам. Мин алдакчы булырга теләмим. Һәм мин назар әйтәм. Мин татар телен bir елдан укып бетсәм, мин сиңа 1 килограмм чәк-чәк алам. Я хотя татар телемне оныттым, чәк-чәк сүзен ишеттем. Миңа шул җитте. Окей, бик яхшы. Айнур, синең үзеңә ниндидер вәгъдәләр биргәнең бар идеме? Үз-үземә? Әйе. Әлбәттә, мин һәр вакыт үз-үземә ниндидер яңа вәгъдәләр бирәм, әмма аларны бик шәп итеп тотмыйм. Мәсәлән, иртә торырга, ниндидер файдалы түгел ашамлыкларны ашамаска, күбрәк эшләргә, нәрсәдер ниндидер файдалы әйберләрне һәм бик еш килеп чыкмый шул сүзне тотырга, үз-үземә вәгъдәне тотырга. Ничек уйлыйсың, кешеләргә биргән вәгъдәне үтәү авырракмы, яки үзеңә биргән вәгъдәне үтәү авырракмы? Үз-үзеңә, мин шулай уйлыйм. Кешеләргә бирсәң, ниндидер тышкы җаваплык килеп чыга, һәм ул сине ничектер менә дисциплинада тота инде. Аңлашылды. Бик кызыклы булды миңа синең бу фикерләреңне тыңлап, чынлап та үзеңә биргән вәгъдәләрне үтәүе авыррак. Чөнки син бит инде үзеңә килеп, син Айнур алдакчы димисең. Менә 1 елдан соң миңа чәк-чәк булмаса, мин әйтәчәкмен. Язып куй бер кая. Без YouTube'га язып куйчакбыз. Айнур, хорошее начало года изучения татарского, потому что сегодня без ошибок диалоги, даже на слове дисциплина ты ни разу не споткнулся. Я прям ждала, когда ты скажешь, вот, дисциплинирует вот такой подход. Нет, ты сказал дисциплина итя. Так же ты сказал? Дисциплина тута. Дисциплина тута. Да, дисциплина тута, или можно было сказать тартипта тута. Тартипта тута. Вот. Предлагаю сегодня на этом завершить наш выпуск. Еще больше материалов вы можете найти у нас на Телеграм-канале, в Инстаграме, на Ютубе, на сайте и в других социальных сетях. Изучайте татарский легко и просто вместе с нашим проектом в ежедневном легком формате. Все ссылки в описании, если это YouTube. Если вы слушаете аудио, то просто ищите в поиске Айда онлайн. Спасибо вам за то, что послушали этот подкаст. С вами были ведущие подкаста Римма. Һәм Айнур. Сау булыгыз. Сау булыгыз, биргән сүзләрегезне тотыгыз. Әйе, вәгъдәләрегезне бозмагыз.
Эйда подкаст. Учим татарский.